Так, ребята, всем привет. Сейчас у меня вот такие петлички забрал с Алиэкспресса. Заказывал, купил себе петлички, наконец-то, беспроводные. И вообще вещь классная. Теперь у меня с GoPro будет классный звук. Вот, такие дела. В общем, по работе. Сегодня заехал ко мне вот такой красавчик. Это у нас Нох. Вот. Будем ему делать батареечку. Конкретно я поставлю сейчас батарейку на стенд. Отсюда надо будет сейчас ее достать. Вот. То есть достанем батарейку, поставим на стенд, сделаем диагностику полнейшую, какая у нее емкость, определим. Ну и как бы у него ошибка P080. Конкретно он приезжает с ошибкой постоянно, ну как периодически она у него выходит. Э, Будем от нее избавляться. Какой-то элемент у нее либо слабый один, может быть батарейка уже печальная. Ну как бы по тачстриму мониторинг делал, батарейка вроде бы не очень-то хорошая. Вот. Надо будет посмотреть точнее. В общем-то, а, скажите, какой звук на петличках идет, хороший, плохой. Вот я вот сейчас далеко от камеры нахожусь. Как звук идет, не знаю пока что. Сегодня намонтирую и посмотрим, как оно будет. Вот. Ну а так, что сказать. Машина, но хорошая, семейная. У нас ее вообще любят в Якутии, так как эта машина, и таксисты на ней передвигаются. Она очень универсальная. Удобные у нее сиденья, удобный пассажирский ряд. Двери все электро. Полный ровный пол. Как бы вообще салазки ходят у него, как хочешь, эти сидушки. Ну и так немножко покажу чуть-чуть. В общем-то, автомобиль чем хорош, что у него, можно сказать, весь этот сидушки ходят как хочешь. То есть они трансформеры, можно сказать. Ну, не совсем трансформеры, конечно. Нельзя ее там перевернуть или еще что-то. Салон, кстати, прикольный. Вот тут бежевый салон. Он у всех автомобилей идет разный. Здесь комбинированный, светло-темный. Вот. Тут еще и такие деревянные вставки какие-то, более богато смотрится, что ли. Интересная вообще комплектация, я такую вообще редко видел, что вот с такой именно отделкой. Они более простые есть более дорогие, короче, разные. Ну а так что, по техничке обычная планетарная передача. Также у него двигатель 2ZRFXE. Вот. Обычная гибридная установка стоит, как на Приусе, можно сказать. Ну, чуть модернизированная. Есть версии выдовые, есть... Вру. Нохов выдовых не бывает. Так вот. Есть только уже валфайры, альфарды и все такое. Здесь передний привод. Вот. Что еще здесь? В принципе, по обслуживанию нужно менять жидкостя при поступлении с Японии. Сразу же все жидкостя надо менять под свои регионы. Вот. С помпами бывают проблемы. Помпа у него две. Помпа инвертора, помпа водяная. Вот. Что еще? Да, в принципе, автомобиль просто замечательный во всем. Вот. Капотка у него очень удобная. То есть он в обслуживании удобный. Свечки иногда периодически раз в 150 тысяч поменять. Но это если Орига стоит. А так вообще раз в 50 тысяч, если какая-нибудь реплика будет стоять хорошего качества. Нехорошего качества свечки ходят где-то там по 10, по 20 тысяч, не более того. Китайские всякие. Вот. Что еще здесь? Ну, вообще морда у него красивая, очень мне нравится. Вот это фары. Он выглядит по-простому, элегантно, просто и все. Как бы вот эти вот у него мне очень сильно нравятся зеркала. Вот с этим вот э, светодиодом. Повторитель, то есть поворотника. Ну и в принципе вот это мне тоже у него очень нравится. Классно выполнено. Сейчас делается это и, ну как бы, вот это, по-моему, пошло вообще от Honda Stepwagon. Вот такая прямая фара.
Это еще на старых степ-вагонах такая была фара. Вот. Вот такой автомобильчик, ребята. Сейчас буду делать. Кстати, здесь спойлер есть родной. Вот он. Спойлерок, это очень прикольно, приятно. Также есть у него вот такой вот дворник задний. Уже не сверху, не снизу сделан, а сверху. В общем, тачка классная. Можно багажник на него, рейлинги поставить. Мультируль есть. Что еще есть у него? Кнопка старт, стоп есть обязательно. Ну, здесь мультируль не полный. Еще есть полнее. Вот здесь заглушка стоит. В общем, комплектация простенькая, я так понял. Ну, хорошая машина вообще. Классная. По батареям. Батарея у него находится под передними сидушками. Здесь у него ЧК безопасности. Вот в этом месте. Сейчас мы будем ее отключать. Потом второй момент у него. Багажник. Надо, кстати, открыть его багажник. Так вот. Так, оставим открытый немножко, потому что мне сейчас надо будет лазить. Здесь у него аккумулятор находится. Вот под вот этой частью. Открываешь крышку, там будет аккумик. И мы сейчас будем тачку полностью обесточивать. Для проведения работ, чтобы батарейку вытащить. Будут откручиваться передние сиденья, батарейка будет вытаскиваться. Вот. Ставиться на стенд и проверяться. Соберем классную батареечку. А также у нас есть батарейки, как я и говорил. Будем их вот продавать. Вот эти две пачки мне надо продать. Цена хорошая очень. 155 пока. А там видно будет. Если лето будет, там, скорее всего, ажиотаж пойдет по батарейкам. Будет нехватка. Там не знаю, что будет вообще по ценам. То есть цены диктуются с Владивостока. Какие цены во Владивостоке, такие, ну, как бы, в принципе, и у нас чуть-чуть накруточка есть, конечно, транспортная логистика, все учитывается. Но нормальная сейчас цена на батарейки. В прошлом году было очень дорого, потому что их было очень трудно достать. Вот эти пачки я купил по очень дорогой цене в свое время. Думали, что еще будут расти цены. Набрал по дорогущей цене. А сейчас вот надо вот продать батареечки. В общем, в группе был вопрос, наглядно сейчас хочу показать, где находится у этого автомобиля ЧК безопасности и аккумулятор, чтобы обесточить автомобиль. Иногда бывает такой момент, когда нужно обесточить автомобиль, что-то сделать, допустим, приехать на автомойку, помыть двигатель, либо там произвести какой-либо ремонт, оставить автомобиль на долгое хранение и уехать, ну, допустим, ну, оставить автомобиль на долгое хранение я всегда как бы советую оставлять его в тепле. Чтобы не было, гибрида замораживать нельзя, я считаю так. В наших якутских морозах при таких бешеных температурах нельзя оставлять ВВБ на улице. Вот. То есть, что для этого нужно сделать? Есть... В общем, батарейку надо сначала до конца набить, принудительно ее набить. На дэшке это делается, и газуешь просто, и все. И он тормоз, газ и D. Так его можно подзарядить до конца. И второй момент. ЧК безопасности. Вот. Куча видео есть, как это делать. Вот. На ютубе. Можно, короче, ее разъединить вот таким вот образом. В бок делаешь и на себя. Все, вытащил. Все, у нас ВВБ обесточено. Ну и как бы, где у него находится аккумулятор в багажнике. Вот я вот всегда вот говорил, что аккумулятор у него в багажнике. Хочу показать конкретно где. Потому что здесь человек тоже хотел решить проблему какую-то, я не помню уже. То ли он автомобиль на долгое хранение, как бы, и у него ничего не завелось. Вот есть такой вот аккумулятор.
Здесь просто клемму минусовую сбрасываешь и все. Бывают ошибки, надо какие-то сбросить. Тоже клемму аккумулятора на 5 минут сбросил и все. Обратно поставил, ошибки уйдут. Но на P80, если ошибка у вас возникает постоянно, то этого делать лучше не надо. Надо сразу ехать на ремонт. А так аккумулятор находится вот здесь. Прямо в багажнике. Открываешь вот этот вот нишу, и там будет аккумик. Так что, ребята, пользуйтесь. Вот такое видео есть. По нему наглядно видно, как обесточить автомобиль полностью. Еще хочу заметить, что в батареечку уже лазили. Батарейку уже эту ремонтировали по ходу. Вот. У него тут пломба, она была от этого, она отклеена. Ну и видно, что, скорее всего, в нее лазили. Сейчас будем. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Я тосковал по тебе в минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. И все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без... Итак, ребята, в общем, продолжаю контент по ноуху. В общем, дело такое, что прошла она диагностику у нас на компьютере. И вот такие вот результаты, в общем-то. В общем, из результатов тут такие результаты. 39% первый элемент, 61, 58, 85, 42, 26, 27 убитый, 88 живая, 27 убитый, 92 живая, 27 убитый. И видите, как они идут? 92% вместе с 27%, они идут попарно. Вот. То есть эту батарейку ремонтировали и поставили по принципу, ну, грамотный человек делал по принципу слабое сильное. Вот. Это делают так во Владивостоке у нас. Вот. Ну а так вообще это, скорее всего, во Владике делали эту батареечку. Потому что здесь ни надписи, ничего не было, только там так аккуратно делают. В общем. И прикол такой, что вот дальше пошли. 96%, 29%, 95%, 23%, 97%, 93%. Ну, вот эти два одинаково почти стоят. 26%, 89%, 29%, 90%, 28%, 78%, 35%, 61%. И они вот пошли вот так по убыванию. 27%, 67%, 42%. В общем, вот такие вот, ребята, показания по батарейке. Сделано хитро. А для чего это делается? В общем, программа TouchStream, когда мы заходим на диагностику компьютерную, да, когда мы компом диагностируем, вот она может обмануться таким образом. Обманывается она как? Потому что TouchStream видит ее не по одному элементу, да, а парой. Там у нас 14 пар. Вот, грубо говоря, 1, 2, 3, 4, 5. И когда у нас стоят в паре две батарейки, сильная и слабая, вот тогда-то она все равно показывает большой вольтаж. И
в совокупности она может показать, что батарейка в принципе может быть ровная. Но за исключением таких вот, допустим, моментов, когда в паре стоит 88 и 27, допустим, да, а здесь стоит 64 и 35, здесь будет жесткое падение по напряжению сразу. Вот. Так сразу как бы можно вычислить, что здесь у нас слабая пара совсем. И может ошибка быть P080 как раз таки. Вот у нас эта батарейка с ошибкой по P080 приехала. Так что, ребята, в общем, здесь у нас вердикт такой, что батарейку, она у нас практически приговаривается. Почему? Потому что, ну, не то, что приговаривается, я просто дал два варианта человеку. Я могу, конечно, заменить эти 15 элементов, но поставить какие-нибудь там 70-ки, 80-ки, допустим, но по цене будет тоже дорого. Я ему предложил поменять всю пачку на контрактную, а вот эти элементы, которые здесь живые остались, я у него выкуплю по остаточной стоимости. Вот. Такие вот, ребята, дела. Здесь у нас 15 элементов менять надо, и 13 элементов у нас живые. Вот. Как-то так. В общем, я предложил клиенту поменять на контракт, дам ему год гарантии на контрактную батарейку. Он будет ездить, радоваться. Она у нас вся 90+. Ну, это я еще попозже покажу, какая она у нас будет. Все, даем официальную бумагу. Он уезжает и радуется. Вот так вот. Так что делаем, ребята, как-то так. В общем, пока... Ну, бывает вот такое вот, ребята, что обманывают программу TouchStream. Такое может быть. Потому что по TouchStream, когда я смотрел, я человеку сказал, что там поменять надо примерно 4 элемента. Ну, или 2 элемента даже. Одна пара всего лишь, сильное падение по напряжению, по-моему. Я точно не помню сейчас. Надо посмотреть TouchStream. Вот. По-моему, там было 2 элемента под замену. Вот. Но, как оказалось, что батарейка не имеет никакой емкости практически. Из-за того, что у нее в парах стоят везде по одному элементу слабому. Сильная она везет базар, а слабая она, вот видите, она держит еще пока что. Как только она бы, вот, допустим, 27 взять или 26, это уже подходящие батарейки. Они уже скоро выйдут из строя, скоро будет сухая банка. И они потом все посыпятся разом. Ну, ей полгода, год откататься осталось примерно. Она будет греться. Лето она точно не переживет, скорее всего. Она вот эти 26, вот раз, два, три, 4, 5. Все эти элементы, они посыпятся один за другим. И все. И там останется только, если не вовремя не успеть, не отремонтировать батарейку, не подкинуть вот этим 80-кам и 90-кам, такие же примерно по емкости 80-ки, 90-ки, то она сдохнет. То есть эти 80-ки, 90-е умрут тоже. Так что вот такие вот, ребята, дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на контент на канал. У нас честный ремонт, мы все показываем. Приборы работают исключительно, изумительно. Вот. Все. Тачка делается. Такие, ребята, дела. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, лишь у любви у нашей села батарейка. Ребят, собрал я батареечку. Вот такая батареечка получилась. Вся она 90%. Вот. Это у нас примерно 6000 миллиампер часов, 6 с копейкой. Вот 6200 есть, 6300 есть, 6300. Короче, это у нас контрактная батарейка, пришедшая из Японии.
Вот. Там их снимают с 20-х приусов, которые мало бегают. Сейчас даю заряд ей 1000, чтобы она немножко на полке лежала, чтобы она взбодрилась. Ну а потом тестанем ее, попробуем разрядить, зарядить. Потом дам ей 2000 мАч и поставлю на машину. А машина уже сама набьет, как надо. Вот такие, ребята, дела. На эту батарейку дадим гарантийный талон. Вот, каждый элементик переписали. То есть подменить его уже не получится никак. Ну и будем главное, чтобы клиент обслуживал эту батарейку вовремя, приезжал на регламентные чистки. Ну, то есть продуть от пыли и все такое, провериться раз в полгодика. Ну и все, и будет действовать гарантия. Вот такие дела. Батарейка постояла у нас немножко. Каждый, взбодрился, каждый элементик у нас отдохнула. Сейчас я делаю просадку до 14 вольтов. Будем смотреть, какая будет разница. Я сейчас вижу, что вообще элементы просто идеальные. Разница у них между ними 0,8, 0,6 милливольт вообще. Вон. Вся ровная. Сейчас посмотрим, какая она будет ровная на 14 вольтах. Круто на самом деле. Батарейка добился идеального результата. Батареечка вся ровненькая. Сейчас заливают в нее 1000 и все, и ставлю на машину. Так, вот такую процентность я установил в Noha. Вот такие батареечки. 93, 96, 98, 98, 98. Все вот такие. Вот это контрактная у нас батарейка от Приуса. 20-ки. Практически не беганая. Вот. Все, документ вот такой. Печать поставил. Это у нас в статике 0,6 разница у него всего. А это у него при разряде 0,21 показала. Вот так вот, в общем, такую батарейку отдаю. Ставьте лайк, ребят. Ног поедет. Ну вот, запустил я Noha. Зарядка идет. Вот так вот зарядка идет у нас. Салончик подсобрал. Осталось коврики постелить и все. Батареечка просто бомба. Вся 90%. Вот немножко защитку осталось поставить и все. На этом. Здесь поставил уже все. Сейчас батареечку набивает, потому что она, наполовину была заряжена. Набил так нормально ее. Все, стоит, работает. Завтра будем испытывать, прокатимся. Я думаю, что батарейка будет классная. Ну а я сейчас закрою защитку. Так, ребята, вашему вниманию хочу маленько рассказать тоже, что мы занимаемся не только не только гибридными автомобилями, но и также видеонаблюдением профессионально занимаемся. То есть помогаем людям
с интернетом, с IP-камеры. То есть мы устанавливаем именно IP-сегмент. И также сейчас у нас есть видеодомофоны, вот такие вот видеодомофоны. Мы тоже как бы устанавливать будем в летний период. Ну, сейчас уже, в принципе, даже можно начать. Уже тепло, хорошо. В чем заключается видеодомофония? Эти домофоны у нас чисто для частных домов. У него есть управление через мобильное приложение. Вот, ставишь роутер, подключаешь к нему интернет. Вот мониторчик ставится дома, а вызывная панель устанавливается на калитку с замком. Она подключается к замку. И можно даже через любой как бы интернет подаешь на все это дело. И можно установить себе приложение на телефон и таким образом открывать калитку даже удаленно. Допустим, вас нет дома, но вам надо запустить какого-нибудь родственника к себе на территорию. Можно это делать удаленно через интернет. Замок будет отщелкивать. Это у нас хороший домофон гибридной видеодомофонии. Тут можно до несколько вот таких панелек вешать на один монитор. Можно наоборот больше мониторов создавать. Ну, можно, короче, несколько дверей прям сделать, если захотеть. Целый комплекс можно видеодомофонии сделать. Также у нас в наличии есть видеокамеры хорошего качества. Это у нас уличные IP-камеры. Вот такие вот. Моделька DS-i200 2.8. Почти что 120 угол обзора. Они у нас, по-моему, 4 мегапикселя. С эксировской подсветкой. У нее уже очень долговечная подсветка светодиодная. Пишет в кодеке H265. Очень сильно экономит место жесткого диска. Вот. Можно такие камеры установить. Они не боятся ни холода, ни воды, ничего. Они IP67 полностью. Также вот такие есть видеокамеры. Эти можно видеокамеры внутри поставить. То есть кто строится, кто строит какие-то ангары, большие гаражи, может у кого-то бизнес свой, магазин или еще что-то, торговый центр. Да все что угодно может у вас быть, у наших одногруппников. И мы предлагаем тоже свои услуги по вот такой вот как бы теме. Мы можем вам установить эти видеокамеры. Установить, настроить. И потом еще у нас поддержка идет. То есть год у вас будет гарантийного обслуживания. Ну и постгарантийное обслуживание тоже можно сделать. То есть мы любой вопрос решаем. В гарантийное обслуживание входит, если что-то с камерой у вас случится или с видеорегистратором. Если это все произошло не по вашей причине, по какой-то там просто, допустим, сгорело по каким-то непонятным причинам, мы просто меняем оборудование и никаких проблем. Вот, все делаем в комплексе, можем все сделать вам под ключ полностью. Рассчитать, приехать, установить. Установка за, грубо говоря, день, если маленький объект. Оборудование есть различное, какое хочешь. Для видеокамер IP-шных у нас есть POE-коммутаторы. Они у нас и питают видеокамеры, и сигнал по ним ходит. Вот такие вот сетевые. В общем, локальную сеть можем, офис сделать без проблем. У кого много компьютеров, кто хочет их обслуживать и все такое. То есть мы предлагаем вот такие вот услуги. Занимаемся мы не только автомобилями, но и вот такими вещами. Это у нас IT, как бы IT-услуги. Также есть шкафы у нас коммутационные, различные 9У, 6У. Вот эти пойдут под видеонаблюдение. Вот эти со стеклом в офис куда-нибудь красиво можно поставить без проблем. Сюда можно что угодно. Компьютер, сетевое оборудование. Кто хочет красоту себе, не просто чтобы провода висели, да, как у всех это сейчас, а нормальный, хороший, качественный, красивый монтаж, мы вам это все можем обеспечить. Потому что мы занимаемся именно качественным монтажом. Не тем, что делается тяп-ляп, провода прокладываются как попало и все такое. Кабельная продукция у нас своя, свои коробки распаечные, оптические патчкорды есть у нас вот такие вот, тоже продаются в продаже, 3-метровые, 5-метровые. Очень большой дефицит в городе, их мало очень, вообще практически не найти. Вот. Кабеля мы прокладываем либо в гофре, либо делаем какие-то структурированную кабельную систему.
Есть и БПшники продаются у нас для компьютеров, очень хорошие. В общем, ребята, обращайтесь, не стесняйтесь. IT-центр, гибрид-центр, это, можно сказать, одна та же самая фирма, которую я создал, Тандем в Якутске. Вот, ну это просто разные направления, я их разделил. И вот мы будем такими вещами заниматься. Все ставьте лайк. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарей.